ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». В студии Светлана Кадырова. Хайр Лекич. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, Татарстан в этом году должен конкурировать с международными туристическими центрами. Такую задачу ставит перед собой руководство республики, наверное, наши эксперты. И, конечно же, в преддверии майских праздников и летних каникул. Самая актуальная тема сегодня – туризм в период санкций и в новой экономической реальности. Сегодня эту тему мы обсуждаем с нашими замечательными экспертами. Замечательная аудитория.
Кто-то склонялся к тому, что никто не поедет, кто-то склонялся к тому, что наоборот будет взрыв. Но сейчас, что касается Татарстана, можно уже определенно сказать, что у нас взрыв. И в первую очередь, я думаю, что это связано с государственной программой субсидирования внутренних поездок по кэшбэку, да, который сегодня вот заканчивается. Возможность приобрести заканчивается сегодня. Мы очень надеемся,
Туризм будет развиваться, и к нам люди приедут. Ну, потому что у нас всегда этого есть, и очень комфортные условия для того, чтобы встречать гостей, туристов. И мы много для этого делаем, готовимся. Хорошо. Я сейчас в продолжении скажу о встрече в Москве, когда в присутствии заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, генерального директора госкорпорации «Туризм РФ» Сергей Суханов и Рустам Минниханов подписали соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры региона. Тогда Чернышенко сказал, что Татарстан имеет достаточно развитое туристическое направление. Мы понимаем огромный потенциал, благодарны Рустам Нургалиевич, который уделяет большое внимание развитию отрасли, назвал Татарстан, что он работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. В общем-то, планируется, что в результате создания инфраструктуры турпоток еще будет увеличен вдвое. В общем-то, мы понимаем, что вектор задан. Вопрос, как этот вектор, как эти тренды реализовать. Вот что для этого нам сегодня нужно при имеющихся Но мы теперь думаем о малых городах нашей республики, потому что у них есть огромный потенциал. Я буквально 2 недели назад была в Менделеевском районе и увидела, насколько там гастрономический потенциал хороший. Что там такого? Там есть и гастрономические сувениры, которые они считают, что это не сувениры, это нормальная обычная продукция, которую они делают. А там есть уже готовые туристические маршруты гастрономические, где они предлагают и местную локальную кухню, из местных своих продуктов выращенных, и проживание в аутентичных домах. То есть есть уже сформированное, но не понятое имя, концепция турпродукта готова. И там точно можно уже туда прорабатывать маршруты и отвозить. Также это можно Елабуга развивать в этом направлении. Старинный купеческий город, где тоже можно развивать русскую кухню. У нас потенциал есть у многих городов. Сейчас самая задача уже из Казани пустить свои корни вот именно в районы, чтобы это не было однообразие. Мы же хотим, чтобы турист возвращался, а сегодня он приезжает в Кремль, Казань посмотрел, Елабугу, Болгары и Свияжск съездил. На этом локация заканчивается. А мы должны сказать, нет, ребята, это не заканчивается. У нас огромный пул того, что вы не видели. И помимо этого, там ведь есть исторические достопримечательности, музеи краеведческие тоже хорошие. И вот как раз эти новые направления, они пригласят гостей и смотивируют их на то, чтобы приехать в Казань 2-й, 3-й, 5-й, 10-й раз. Ну, смотрите, Галина обозначает уже проблему, что там-то уже даже все готово, там все есть, но Менделеевск не входит ни в какие из маршрутов. Кто должен инициировать? Сверху, снизу Галина Михайловна должна ездить, Наталья Вадимовна должна ездить. Что должно происходить? То есть как необходимо попасть, как нужно оценить свой потенциал, и кто в этом может помочь? На самом деле, вот у нас на прошлой неделе приезжала корпорация «Туризм РФ». До этого было подписано соглашение с участием нашего президента Рустама Нургалиевича. Задача корпорации «Туризм РФ» – это развитие туризма в регионах. Да? То есть это инвестиционные проекты. Их задача – найти эти инвестиционные проекты и реализовать их на различных территориях, дестинациях, субъектах Российской Федерации. В том числе наш регион, как такой один из основных, и как вы правильно уже отметили, то, что он достаточно развитый, но у нас есть огромный потенциал, абсолютно согласна с Галиной Михайловной, и корпорация «Туризм РФ», и мы тоже, да, мы видим этот потенциал. И, значит, определено 6 перспективных территорий для развития туризма. Это Соколка, Свияга, Камское устье, Лаишево. И это понять вот этих туристических территорий, что туда включает. То есть это не просто как бы, ну вот мы определили, да, и давайте туда все поехали. Понятно, что для того, чтобы туристу там было хорошо, там должна быть инфраструктура. Поэтому будут разработаны проекты. Часть из них уже есть, и она будет еще более подробно озвучена. Возможно, уже кто-то слышал про казанские термы и так далее. То есть вот в этих определенных 6 направлениях будет сформирована туристическая инфраструктура. Но это все равно близ Казани, да? Это близко, мы понимаем, это все, да, регионы, да, которые вокруг. И это программа. А что с Менделеевском? Вот, например, с таким, как Менделеевск, Юго-Восток, до которого там 400 километров, а там тоже есть что посмотреть. Нужно развивать рейсы в этот регион, потому что наши 7 часов, да, в республике, то есть республика настолько большая, что
доехать на машине и на автобусе не всегда удобно. Поэтому, конечно, если что бы нужно? ну, например, если в Бегишево было бы больше рейсов, можно было бы уже формировать некие маршруты, которые как раз ту часть нашей республики Ну, такие достаточно захватывают. льготные, дешевые Да. рейсы, о чем мы говорим, да? Да. Казань, Бугульма, там тоже это попасть на Юго-Восток только туда, что называется, захватить заодно и Башкирию, ну, условно, посетить точнее. Да, не поэтому это слово пока употребила. сейчас прилетают самолеты, приезжают поезда в основном в Казань, и живут наши гости в основном в Казани, радиально ездят по различным направлениям, возвращаясь на ночь в Казань, конечно, ну, пока мы, в общем, примерно не более 4 часов от Казани можем их увезти так, чтобы можно было вернуться опять вечером в То есть, город. соответственно, необходимо именно рассматривать транспортные и логистические Конечно, цепочки. конечно. Маршрутные. Здесь можно я добавлю, да? Я за 10 лет в туризме как бы пыталась сделать какие-то внутренние туры, да, я считаю, что надо разнообразить. То есть вот первая, например, идея была это сделать, ну вот я считаю, что не хватает вип-туризма, вот вообще как такового. Наталья, наверное, со мной согласится. Да. Понятно, что это очень сложное направление, да, то есть мы не Турция, не Греция, не Испания, но вот как такового вип-туризм, вот у Радика Мухаррамовича очень много гостей приезжает, да, со всего мира. Они как бы мне звонят, а я говорю, ну извините, я не могу сделать, я больше внешним занимаюсь. Вот была, например, идея сделать вип-тур «Нефть» в Альметьевск на вертолете. То есть, ну, интересная же идея. На самом деле, очень. там... я сама родом из Бугульмы, то есть это рядом. Там. Соседка. Да, да. И, Землячка. соответственно, там на самом деле, там и нефтекачалки, как эта нефть Там зарождается, там есть музей нефти. То есть вот... Прекрасные холмы. Потом следующая тема – это отраслевой какой-то туризм, промышленный. То есть тоже начинали же делать, очень Сейчас отлично уже развивается, есть. да, Да, благодаря экскурсии. агентству например, стратегических Ну, опять, инициатив. инициатива Да, мы, откуда должна например, исходить? вот, Фактически от кого? Как попасть в программу? Что нужно сделать? Самим Ну, в главам первую очередь муниципалитетов это должна быть развивать? какая-то точка притяжения. То есть если вот мы сейчас понимаем, что в Менделеевском районе, Менделеевск. есть, ну, так скажем, возможности для развития гастрономического туризма, конечно, мы как туроператоры будем сейчас эти объекты рассматривать и увязывать в какой-то единый Те же самые маршрут. Тетюшин. Промышленный туризм, там большая история химии, Да, возрождения там Лужков, Тетюшин и вот эта вся недооцененные, история. да, со всеми Нет, историческими очень усадьбами. недооцененные. Просто, опять же, развивать инфраструктуру надо. В Тетюшках, например, негде переночевать. Вот, с Вот. удовольствием бы мы делали туда туры, но абсолютно ни одного средства размещения Хорошо. До нет. перерыва у нас минутка. Радик, коротко, Да, я пожалуйста. быстро скажу, я, наверное, немножко в другую сторону иду. Я вижу потенциал развития туризма еще в том, что мы можем сделать так, чтобы к нам приезжали гости с арабских стран, потому что мы все-таки мусульманский регион. Религиозный туризм? О Да, чем у нас мы много говорим? мечетей, у нас 1000-столетие принятия ислама вообще в этом году. Это уникальная возможность сделать так, чтобы вот как раз Турция, Египет, Арабские Эмираты, чтобы эти гости приезжали к нам. И для этого просто нужно сделать хорошие условия для их размещения. Потом вот у меня был опыт, ко мне приезжали гости, которые привозят гостей с Арабских Эмиратов в Азербайджан, возят. Вот. И у нас, когда мы столкнулись с тем, что у нас есть проблема визового режима, то есть к нам в страну достаточно сложно получить визу. Вот. Если вот эта проблема была бы решена, то я думаю, что к нам было бы больше гостей, приезжало бы с арабских стран, потому что у нас для этого все есть. И потом вот у нас Казань признана гастрономической столицей России, но мы можем стать гастрономической халяльной столицей России. Это точно мы можем стать, Какие потому идеи что... хорошие сегодня появляются. такого Кто-нибудь количества- записывайте, пожалуйста. Такого количества халяльных заведений, Ну, конечно, качественных, нету ни в одном регионе России. То есть ни в Чечне, ни в Дагестане, ни в Ингушетии. То есть в Казани очень много качественных, хороших Свободная халяльных. ниша, которую мы можем занять. Да. Спасибо, я благодарю и телезрителей, и экспертов. Мы переключаемся пока на новости Татарстана, потом вернемся в студию, обсудим уже развитие религиозного и событийного туризма и накидаем еще много-много идей. Не прощайся. Думаешь, волшебный мир существует? Иногда нам кажется, что мир к нам жесток. Я вчера на трассе маленькую девочку нашел. Настя. Каждый день столько детей теряется. Мы и есть этот мир. И зачем ты меня спас? Я тебя сам провожу в волшебный мир. И все, что может его изменить, в наших руках. Ты меня никому не отдашь. Конечно, не отдам. На берегу мечты. В воскресенье в 23:00 на ТНВ. Лечение варикоза без боли, разрезов и госпитализация в Московском сосудистом центре на Закиева.
Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Карада плюс подарок». Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Доверьте зрение опытным врачам. Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». Запись по телефону 202 202 8. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Граждане, получившие доходы от продажи или получения в дар имущества, а также сдачи имущества в аренду, обязаны задекларировать полученные за предыдущий год доходы в срок не позднее 30 апреля. Представить декларацию по форме 3 НДФЛ удобнее через личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.gov.ru. Твоя судьба зависит только от твоих решений. И принимая их, не стоит торопиться. Просто знай, что впереди обязательно загорится зеленый свет. Благотворительный фонд «Закят» поздравляет вас со священным месяцем Рамадан. В этот благой месяц каждый из вас может помочь нуждающимся или провести ифтар, пожертвовав через наш сайт www.zakatrt.com, также отправив смс со словом «Закят», «Ифтар» или «Садака» на номер 7715, например, «Ифтар 500». Телефон для справок 225 33 22. Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. В ближайшие полчаса мы расскажем вам о главных событиях. Простились с героем России. Героизм и мужество ефрейтора Гелимханова является примером для всех военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Каким запомнит Дамира Гелимханова, расскажет Дмитрий Аренин. День памяти Габдуллы Тукая. Как сегодня объединяет его поэзия и где появится новый памятник в честь Тукая, узнала Лина Знатулина. Рекордный уровень ввода жилья, профицит бюджета и расширение границ. В текущих экономических условиях мы держим руку на пульсе. О достижениях и проблемах Казани за 2021 год сегодня говорили на сессии городской думы. Ключевые вопросы выслушал Рамиль Галиулян. Садоводы планируют клонировать семена. Если есть у кого-то хорошие семена, пожалуйста, приходите к нам, мы их можем клонировать. Что нового ждет садоводов в этом сезоне, узнала Вероника Гайнудинова. Еще одна горькая утрата для нашей республики. Сегодня в Казани простились с военнослужащим ефрейтором контрактной службы Дамиром Гелимхановым. Он погиб 7 марта во время проведения специальной военной операции России на Украине. Дамир Гелимханов был механиком-водителем танкового экипажа Дамира Исламова, под командованием которого ребята уничтожили огневую точку противника и 4 боевые машины. Однако танк наших солдат был уничтожен прямым попаданием. Указом Владимира Путина экипаж танка в полном составе посмертно был представлен к званию Героя России. Сегодня церемония прощания
прощание с Дамиром Гелимхановым состоялось в танковом училище Казани. Поддержать родителей и близких героя приехал президент республики Рустам Минниханов. Репортаж Дмитрия Аренина. Цветы, траурная музыка. В танковом училище сегодня собрались родные, близкие, сослуживцы Дамира Гелимханова. Почтить память и поддержать родителей солдата пришел Рустам Минниханов. Как отметил Рустам Минниханов, татарстанцы мужественно выполняют воинский долг, порой и ценой своей жизни. Дамир Гелимханов – второй герой России из Татарстана с начала специальной военной операции на Украине. Продолжается специальная военная операция вооруженных сил России на Украине. Наши доблестные воины защищают население Донбасса, громят преступный паранацистский режим Украины, выполняет священный долг по созданию безопасного будущего для России. Вся страна сплотилась вокруг вооруженных сил и их главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Солдаты-офицеры, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, мужественно выполняют воинский долг, проявляя героизм, выбрав путь служения Родине и народу, они нередко защищают мир ценой собственной жизни. Механик-водитель Дамир Гелимханов погиб 7 марта. В ходе боя экипаж танка под командованием еще одного татарстанца Дамира Исламова уничтожил огневую точку противника и 4 боевые машины ВСУ. В составе экипажа танка отбил контратаку противника, нанеся ему существенный урон, что позволило избежать потери наших пушек. При прорыве укрепленного района противника, действуя грамотно и решительно, экипаж танка уничтожил огневую точку и 10 националистов. Первым принял на себя удар противника. Точными выстрелами уничтожил еще 4 танка врага. Героизм и мужество ефрейтора Гелимханова является примером для всех военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Примером настоящего мастерства и профессионализма, высокого морального духа и воинского долга. Дамир Гелимханов родился в Казани, окончил 42-ю школу, затем колледж, армия и контрактная служба. Для сослуживцев он был надежным товарищем, примером профессионализма высоких человеческих качеств. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Дамиру Рашидовичу присвоено звание Героя России. Мы вечно будем помнить героизм, который проявил на земле. Я еще раз приношу мои соболезнования родным, близким, родителям. Это утрата, огромная утрата для вашей семьи, для нашей республики, в целом для нашей страны. Но этот подвиг мы всегда будем помнить. Золотую звезду Героя России сегодня вручили родителям Дамира Гелимханова. Слава Герою Российской Федерации! Ефрейтору Гелимханову Дамиру Рашидовичу. Как говорят родные и близкие, Дамир был общительный, жизнерадостный и целеустремленный парень, который привык добиваться результатов своим трудом. Молодой парень, 22 года, с большими своими амбициями, сильным, стерным, жизнерадостным, красивый, всегда улыбчивый. Общительность у него всегда была очень сильная. Последний раз он говорил, что мы будем гордиться им всю свою жизнь. Вот так и произошло. Дамира Гелимханова по всем мусульманским обычаям похоронили на казанском кладбище Курган. Дмитрий Аренин, Давид Абдулин, ТНВ, Казань. Мы выражаем искреннее соболезнования родным и близким Дамира Гелимханова. Скорбим вместе с вами.
109 лет назад в этот день ушел из жизни татарский поэт Габдулла Тукай. Его память сегодня почтили на Новотатарском кладбище Казани. К могиле возложили цветы татарские писатели и артисты, почитатели творчества классика. Прозвучали и его бессмертные строки. Стихи поэта и песни исполнили и в музее Тукая. Как объединяет его поэзия и где в Казани появится новая мемориальная композиция в его честь, в нашем репортаже. Туфрак бірлән күмгәндә дә. Пусть в землю я сойду, спою в последний раз. Я ухожу, я оставляю вас. Так завещал великий Тукай. Сегодня у его могилы те, кто вырос с любовью к его стихам, те, кто изучает его наследие, и те, кто творит, вдохновляясь стихами поэта. Почтить память и возложить цветы пришла вся татарская интеллигенция. В этом году 15 апреля особенное. Священный месяц Рамазан, благой день пятница и объединяющая любовь к родной культуре и народу. Габдуллы Тукая не стало 15 апреля 1913 года в 20 часов 15 минут. Он был болен туберкулезом, весил всего 38 килограммов и даже в больнице продолжал работать и творить, оставив нам в наследство литературный татарский язык и произведения, которые стали классикой. Это уже стихи, посвященные Габдулле Тукаю. Сегодня их читают все. Габдулла Тукай всегда актуален. Вот, послушаешь его стихи, читаешь, он всегда в гребне времени. Его стихи к нынешним ситуациям особенно подходят. Поэтому он и стал символом не только татарской поэзии, татарской литературы, но и всей татарской культуры. Все его творчество направлено вот для нас, будущего поколения, что вы не забудьте свои прошлое, не забудьте свои корни. В прошлом году деятели культуры предложили установить в Казани мемориальный комплекс, посвященный стихотворению «Родной язык». Идею поддержал президент Татарстана. Ансамбль со строками на 3 языках должен появиться возле Национальной библиотеки. Сейчас одно из главных мест Казани, хранящих дух поэта, музей Тукая, открытый в 1986 году. Здесь его фотографии, произведения, личные вещи. За год в музее бывает около 40 тысяч посетителей. Сегодня здесь тоже звучат строки поэта. Их поют и декламируют артисты республики. Говорят, исполнять Тукая – это всегда трепет, волнение и гордость. Я очень счастлива, что сегодня я участвую именно в этом вечере. Наш поэт национальный, татарский – это наша гордость Габдулла Тукай. На душе стало легче. Как будто Тукай сидел с нами и смотрел концерт. Такое ощущение было. Полный зал, и всех объединяет ощущение тепла и желание вместе повторять слова Тукая. Слова, знакомые каждому с самого детства. И тугантель, и матуртель. Кемнен теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син тугантель аркага. Данил Филатов, ТНВ, Казань. Почтить память великого татарского поэта Габдуллы Тукая собрались сегодня и в Москве. По традиции, московские татары встретились у памятника, который находится в сквере недалеко от Татарского культурного центра. Напомним, он был установлен в столице в 2011 году. Представляет собой бронзовую фигуру поэта, сидящего на гранитном постаменте. Принять участие в памятном мероприятии приехали представители татарской общественности Москвы и Московской области. Ежегодно это место в районе Замоскворечья, которое исторически связано с бывшей татарской слободой, становится центром мероприятий, посвященных Габдулле Тукаю и его творчеству. В условиях санкций важно не допустить остановки строительства домов, так же, как и появление обманутых дольщиков. Об этом сегодня заявили на сессии Казанской городской думы. Здесь подвели итоги прошлого года в строительной отрасли и рассмотрели исполнение бюджета. 2021 стал для Казани рекордным по вводу жилья. Больше 1 200 000 квадратных метров, в среднем по 1 квадрату на каждого жителя. С каким профицитом удалось закрыть бюджет и какую территорию собираются присоединить к столице, расскажет Рамиль Галиуллин. Введен рекордный за всю историю тысячелетней Казани объем жилья. В
прошлом году в Казани введено 1 250 000 квадратных метров жилья. Это треть от всего строительного объема в республике. По этому показателю столица занимает 4-е место среди городов-миллионников России. Сданы 357 новых объектов. Это социопатичные дома, детские сады, школы и многое другое. Еще одно достижение. Удалось окончательно решить проблему обманутых дольщиков. Удалось решить и сломать хребет уже второй волны обмана дольщиков. Мы совместными усилиями, совместно с федеральным центром сдали в прошлом году 9 долевых объектов площадью 180 000 квадратных жилья. Сегодня в отрасли заняты 65 000 строителей. Как отметили, основная проблема в этом секторе – высокие ставки по кредитам. Банки дают их минимум под 15%, ипотеку до 12%. В городе считают, для развития строительной отрасли необходимо понизить ключевую ставку, раскрыть эскроу-счета и дать бизнесу возможность работать без дорогого банковского финансирования. И по многим позициям центр ответственности сместить с федерального на региональный уровень. Наша республика является регионом-донором. И во всех критических ситуациях город и республика показывают те результаты, которые в конечном счете становятся примером для всей России. Здесь я хочу привести пример. Как вы знаете, был создан Федеральный фонд обманутых дольщиков. 70% объемов по всей России, выполненных в 2021 году, приходится на Казань. В этом году в Казани планируют ввести 960 000 квадратных метров жилья. Возводится 550 объектов, среди которых многоквартирные дома, дороги и соцобъекты. В условиях санкций главная задача – сохранить темпы. В текущих экономических условиях мы держим руку на пульсе. Нам необходимо сохранить динамику развития жилищного строительства. Для этого сегодня разработает и действует федеральный комплекс антикризисных мер. Важна слаженная, совместная, созидательная работа, синхронизированная работа всего строительного комплекса республики, и мы будем продолжать уделять этому постоянное системное внимание и поддержку. Прошлый год городской бюджет был исполнен с профицитом в 1,5 миллиарда рублей. В казну поступило почти 38 миллиардов. Это на треть больше, чем годом ранее. Главный источник бюджета по-прежнему налоги. Вместе с тем выросли и расходы. Больше всего тратили на социальную сферу, на образование, культуру и спорт. По итогам 2021 года исполнение составило 37 миллиардов 924 миллиона. Дополнительные поступления в бюджет составили почти 10 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда 230 миллионов – это налоговые и неналоговые доходы, 5 миллиардов 556 миллионов рублей – безвозмездные поступления. И сегодня Казгордума поддержала присоединение научного городка к столице. Эта идея была предложена Рустамом Миннихановым в 2020 году. Так, территория Высокогорского района станет частью Советского района Казани. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане стартовало голосование по паркам и дворам, которые будут благоустроены в 2023 году. Пройти опрос можно на портале госуслуг, в мобильном приложении «Услуги РТ» и на сайте городсреда.tatar.ru. Принять участие могут все желающие, начиная с 14 лет. Чтобы объект попал в программу работ, он должен набрать наибольшее число голосов. Можно выбрать только одну территорию в конкретном районе или городе. В списке 204 общественных пространства. Это парки, набережные, бульвары, улицы и скверы, а также более 3000 дворов по всему Татарстану. Голосование продлится до 30 мая. Топ-200 будет определен летом. В этом году ремонт дворов уже начался. Строители уже вышли на 24 площадки. Через пару недель работа будет кипеть уже в 400 дворах республики. Голосовать можно не только за свой двор, это может быть двор родителей, знакомых, вообще тот двор, с которым вы болеете душой, каждый день ходите на работу и видите, что там что-то не устроено, вот и хотелось бы, чтобы он прошел. В общем-то, но это сделать можно будет один раз. Поэтому я прошу не оставаться равнодушными, обязательно заходите, смотрите. Почему пустуют лакомые места для заведений общепита в центре Казани? Стоит ли ждать серьезных перемен на рынке ресторанов и кафе из-за западных санкций? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Ремонт подъездных дорог, льготы на проезд до дачного участка и возмещение затрат на развитие инфраструктуры СНТ. Эти и другие обращения поступают от садоводов Татарстана в общественную приемную «Единой России». У дачников много вопросов, как правовых, так и связанных с нынешней экономической ситуацией. Сами садоводы вовсю готовятся к дачному сезону и ищут решение импортозамещения. Уже подписали соглашение с аграрным университетом и будут на базе его клонировать семена. Все подробности у Вероники Гайнудиновой. В прошлом году собирали полный пакет документов для участия в программе софинансирования.
На телефонной связи Шаукат Валиулин. Он председатель СНТ «Гвоздика» Лаишевского района. По программе софинансирования хотят проложить центральную дорогу. Деньги дачники собрали, подрядчика подобрали, документы подали в 2021 году. Но продвижения нет. В прошлом году софинансирования вообще не было. Потому что не был подготовлен новый порядок. Вот в чем вся проблема. Это перенесено на 22 год. Если вы там документы подавали, все нормально с вами, значит, вам должно быть в этом году все сделано. Вы обратитесь. Очень хорошо, спасибо большое. С 2017 года садовым товариществам предоставляют субсидии на ремонт линий электропередач, трансформаторных подстанций, системы водоснабжения, дорог. Треть денег дачники собирают сами. 2/3 стоимости затрат выделяет правительство республики. В этом году садовым товариществам возместят работы на 237 миллионов рублей. Кроме этого, ежегодно на поддержку СНТ выделяется 500 миллиарда рублей. Сегодня проблем достаточно. Во-первых, необходимо поработать. Есть заброшенные участки, их надо восстановить. Они не красят нас. Необходимо иметь полный, я бы сказал, паспорт для дачных участков. У нас нет полной информации по садоводам. Для того, чтобы четко, конкретно вести целенаправленную работу. Сами садоводы перед дачным сезоном время зря не теряют. Работают над так называемым импортозамещением. Подготовка семян, собственной разработки удобрений. Союз садоводов подписал соглашение с аграрным университетом. На базе вуза планируют вывести новые сорта овощей. Если есть у кого-то хорошие семена или хорошие уже постоянно выращиваем культуры, томатов, перцев, огурцов, там, или каких-то, допустим, смородины, очень хороший сорт, или еще что-то, пожалуйста, приходите к нам, мы их можем клонировать, то есть размножать буквально из одной веточки, понимаете, и получать лучшие сорта. Сегодня, когда импортозамещение особенно важно, потому что некоторые вещи, которые можно здесь выращивать, почему же покупать в магазине, и когда малоимущим, например, пенсионерам, когда трудно, очень сильно борщевой набор очень сильно вырос, а здесь они какую-то часть могут снять. Льготы на проезд до дачных участков – еще один вопрос садоводов. Так, в Набережных Челнах с 1 мая запустят автобусы по 39 маршрутам. Все перевозки дачников до их садов бесплатные. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов сегодня посетил чемпионат России по спортивной гимнастике в Казани. Турнир проходит с участием 350 спортсменов из 43 регионов страны. Здесь отбирают кандидатов в национальную сборную. Рустам Минниханов вместе с президентом Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым понаблюдал за финальными соревнованиями среди мужчин в многоборье. От Татарстана участвует 17 человек. Спортивной гимнастикой в республике занимаются свыше 2000 человек. 6 татарстанцев входят в состав кандидатов в спортивные сборные команды России. Соревнования проходят в Центре гимнастики. Сегодня во всем мире отмечается День культуры. Всех деятелей искусств Татарстана поздравил Рустам Минниханов. Президент отметил, сохранению многонационального культурного наследия в республике уделяется особое внимание. 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Символично, что именно в этом году мы вместе со всей страной отпразднуем 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Это событие, которое имеет огромное культурное значение в евразийском пространстве. Рустам Минниханов выразил признательность всем, кто посвятил себя служению искусству и сохранению культурного наследия. В нашей республике создают нового героя татарских детских сказок. Им станет мальчик Туган, которого уже в юношестве за отвагу, ум и любовь к родной земле назовут Туган-Батыром. Его презентовали накануне на ифтаре для журналистов. Туган-Батыр создан по инициативе муфтия Татарстана Камиля Хазрата Самигуллина и предпринимателя-мецената Радика Абдрахманова. Над детализацией образа трудится известный драматург, писатель-композитор Зульфат Хаким. Он и написал первую часть повести сказки. Ее планируют издать на татарском, русском, английском и арабском языках. Презентация намечена на май, в дни проведения Казан-саммита. Также воплотить образ Туган-Батыра собираются в аудиокнигах, мультфильмах, играх и сувенирной продукции. Он должен стать проводником татарских традиций, культуры и языка среди детей. Если смотреть на старые сказки, то есть образ Батыр не очень сильно подчеркнут, не очень сильно отображен, к сожалению. Туган-Батыр – это тот персонаж, на
кого мы бы хотели, чтобы равнялись наши дети. Чтобы он был противовесом американским каким-то героям, Человеку-пауку, Железному человеку, каким-то американским ценностям. Это наш национальный герой, который воплощает в себе нашу культуру, наши традиции, наши ценности, нашу историю. Сегодня свой 30-летний юбилей отмечает телерадиокомпания «Челны ТВ». Она единственная в городе и вещает на 2 государственных языках. Все началось в 1992 году. Тогда в студии было 2 магнитофона и 1 камера. Свое здание появилось только через 4 года. Теперь это большая команда профессионалов, которые создают современный и злободневный контент. За 3 десятка лет телекомпания помогла решить тысячи проблем челнинцев, разобраться в самых сложных вопросах в ЖКХ, дорожном хозяйстве и здравоохранении. Городские новости ждут не только в Автограде, но и в Тукаевском районе и близлежащих городах и селах республики. Мы поздравляем коллег с юбилеем и желаем им творческих успехов. Сегодня в Казани завершился международный конкурс чтецов имени Габдуллы Тукая. Стихи поэта и произведения о нем самом на гала-концерте читали 60 финалистов. Давайте послушаем некоторые из них. Не бывает цветам и травам, если дождик не пойдет. Что ж поэту делать, если вдохновение не придет? Все знакомы с этой истиной простой. Байрон, Лермонтов и Пушкин вдохновлялись красотой. От зубов твоих слепящих я стихи свои зажег. Разве жемчугу морскому уступает жемчуг строк? Я с родными разлучился, жить несносно стало мне. И по милым я скучаю, как по солнцу, по луне. Я не плакал бы, если б ты поводом слез не была. Я бы грусть позабыл, я оставил бы песни свои, если б ты, порождающая горе мое, не была. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Это все новости к этому часу. Далее в нашем выпуске полезный материал. Я с вами прощаюсь. До встречи. С весенним пробуждением природы оживает все вокруг. Человек, как все живое, хочет обновления не только тела, но и душевного состояния. Именно в апреле, в период нехватки витаминов, требуется дополнительная помощь. Восстановить силы после долгой зимы помогут в центре СТ. Как известно, в Китае впечатляющая средняя продолжительность жизни населения более 80 лет, а главное – высокая активность до глубокой старости. Вот и у посетителей нашего центра СТ после нескольких визитов к нам и наших уникальных процедур есть шанс избавиться от воздействия вредных факторов современного ритма жизни и негативных нагрузок, которые влияют на внешний вид и общее состояние организма. Мы рады всем гостям, готовы помочь каждому. Ждем вас в центре СТ. Хорошее настроение начинается с гостеприимного ресепшена и закрепляется с каждой минутой пребывания в стильных и уютных интерьерах. Каждому гостю здесь индивидуальный подход. Во время предварительного общения специалист учитывает особенности и пожелания клиента. Уникальные инновационные процедуры никого не оставят равнодушным. В работе используют материалы премиум-класса. Мне подарили сертификат на посещение этого салона, и он как раз-таки пришелся кстати, потому что после зимы организм любого человека, он истощен, все мы испытываем усталость, упадок сил. Первое посещение, сразу же я почувствовала облегчение, настроение поднялось, тело расслаблено. Прекрасный мастер, персонал, он настолько здесь вежливый, настолько приятная, дружественная атмосфера. После процедуры можно отдохнуть, попить чай, как дома. Все очень здорово. Девиз центра СТ – омоложение, оздоровление организма без лекарств, без уколов, без скальпеля. Вас ждут по адресу город Казань, улица Восход, дом 2А. Удобное расположение, подъездные пути, парковка для гостей. Режим работы ежедневно с 8 утра и до последнего гостя. Светлана Звонарева, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Лечение варикоза без боли, разрезов и госпитализации в Московском сосудистом центре на Закиева. Карта платежной системы МИР от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание, до 10% на остаток, кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на akbars.ru. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Насыщенная деловая программа, отраслевая выставка с 19 по 21 апреля в Казань-Экспо. Забота – это приятные хлопоты
и радостное беспокойство о тех, кого ценишь. Вклад «Алтын». До 17% годовых от Акбарсбанка. Оберегаем и храним. Совершенный дизайн, превосходство интеллекта и технологичности – это новый 7-местный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro. Полностью иностранная сборка, системы активной безопасности ADAS и беспрецедентная гарантия 7 лет или 200 тысяч километров пробега. В кредит по сниженной ставке с антикризисной поддержкой Chery Direct и выгодой до 450 тысяч рублей. Автомобили в наличии в Луидор. Звони 8 800 2002 402. Квартира в Светлой долине с ипотекой 0,1%. За 30 лет переплата всего 91 тысяча рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. Приятно. Меньше платить в находке. Квас «Желтая бочка» 69 рублей 99 копеек. Шашлык-барбекюшка 279,99. Колбаса краковская Буженинов 199. Цены действительны по 17 апреля 2022 года. Подробности у продавцов. Здравствуйте! О погоде на 16 апреля после полезной информации. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца апреля бесплатный выезд на замер. Записывайтесь по телефону 2 167 166. Первая половина апреля осталась позади. Начинается самая яркая, красивая весенняя пора. Но в республике по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается передышка в осадках. Ветер стихнет. Температура невысокая, днем всего +7. Переменная облачность в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Преимущественно без осадков. Ночная температура заметно понизилась около нуля, а днем воздух прогреется до +7. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше синоптики осадков не обещают. Днем будет выглядывать солнце. Умеренно тепло будет в Арске, в Кукмаре, Балтаси. И в этих районах дожди прекратятся до 6 градусов выше нуля. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске ветер стихнет. Осадки прекратятся, но прохладно. Не спешите убирать теплые вещи в шкаф, они нам еще пригодятся. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше переменная облачность и умеренно теплая погода. Пока без осадков, но в воскресенье вновь ожидаются дожди. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. В субботу в Казани переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью прохладно, всего +1, а днем 6 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, слабый. Атмосферное давление повысилось, 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%. Магнитное поле Земли все еще неустойчивое. Будьте к себе внимательны и берегите свое здоровье. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале. Еще раз приветствуем всех телезрителей телеканала «Татарстан нового века», ток-шоу «Точка опоры». Сегодня говорим о туризме в условиях санкций. Остановились на очень интересной теме. Радик Абдрахманов нам ее, в общем-то, предложил. Год тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Есть действительно возможность, наверное, для развития или, по крайней мере, для идей о создании религиозного туризма. Чего нам не хватает? Мы же понимаем, что когда приезжают из Объединенных Арабских Эмиратов, то для них нужны особые условия. И если инфраструктура в достаточном количестве для приема вот таких VIP, назовем так, гостей. Да, но в первую очередь хочу сказать, что инфраструктуры недостаточно, потому что у нас мало качественных отелей, мало пятизвездочных отелей. И вообще вот арабы, они любят отдыхать семьями, приезжают большими семьями. Вот, и, как правило, они любят отдыхать на виллах. То есть вот таких вилл, где
гости с арабских стран могли бы поселиться, ну, их у нас практически нету. Вот, Рестораны есть? халяльных ресторанов у нас много. Да, у нас есть хорошие халяльные заведения. Их у нас, по крайней мере, больше, чем везде по России. Хорошие места есть. И я еще хочу сказать, что нам нужно делать событийные мероприятия для гостей. Вот, допустим, вот мы проводим сейчас 23 апреля ифтар мусульманской моды. Он будет женский ифтар. Фэшн-ифтар. Фэшн-ифтар, да, фэшн-ифтар. Вот. У нас на него особый ажиотаж. И вот, допустим, мне сейчас смс пришла, то, что там за полчаса у нас уже 500 записей, ну, желающих девушек, которые хотят на него попасть. Вот, поэтому я думаю, что на такое мероприятие гости с арабских стран вот именно приезжали, да, будут приезжать. Задавали и статус, на подобные мероприятия, да. Также спортивные мероприятия. То есть у нас, допустим, есть еще федерация по борьбе, да, то есть многие чемпионаты проходят в арабских странах, в Дубае проходят многие чемпионаты. Мы такие чемпионаты могли бы и у нас проводить для того, чтобы приглашать гостей к нам. Вот, потому что у нас тоже для этого все есть. У нас есть хорошие спортивные учреждения, хорошие дворцы спорта. Поэтому мы тоже... Ну, по спортивной инфраструктуре вообще, да, у нас здесь в этой ситуации вопросов нет. Я сейчас предлагаю послушать интервью Рамиля Мифтахова, президента Ассоциации туристских агентств Татарстана, как он сейчас видит ситуацию в туристической отрасли. И вот дальше, наверное, уже о стоимости туров уже проговорим после его интервью. Если говорить о проблемах, то на сегодняшний момент основная проблема на сегодняшний день – это та инфляция, которая сейчас существует в России. И она, безусловно, тянет цены вверх, что влияет на, так сказать, содержание кошельков наших жителей России. Удорожает турпродукт, и уже возможности у них, у граждан, ограничены в выборе турпродукта. И здесь основная задача туротрасли, и в том числе госорганов, сдержать рост цен, и те решения, которые на сегодняшний момент планируется принимать правительством, они позволят сдержать эти цены. Ну, давайте рассмотрим цены за рубежом. Учитывая, что мировая инфляция, так сказать, тащит цены вверх, то на сегодняшний момент цены, например, на самый популярный продукт в турецком направлении выросли от 10 до 25%. Это связано в том числе и с авиаперевозкой. На сегодняшний момент та авиаперевозка, которую предлагают туроператоры, она подорожала от 100 евро до 250 евро на человека. И все это влияет, безусловно, на цену отдыха за рубежом. Безусловно, внутренний туризм не может заменить того разнообразия, которое существует в мире. Но если говорить о летнем периоде, безусловно, есть шанс, так сказать, найти интересное на территории России и ничуть не хуже там, в Европе или в других направлениях. Начиная от Калининграда, где мы совершенно видим европейский город, заканчивая Камчаткой, где есть уникальные, так сказать, экскурсии и объекты, которые можно посетить, те же самые вулканы. Поэтому я думаю, что при желании можно, так сказать, найти, куда поехать, где отдохнуть, так сказать, в рамках своего бюджета, который вы запланировали на отдых. Итак, вот о стоимости, да, как раз примерно 20%. В реальности, на самом деле, какое снижение турпотока ждут представители туристических агентств? Вот именно зарубежные туры. Мне кажется, зарубежные туры раз в 2-3, я думаю, снижение турпотока в любом случае будет. И этот поток, который уменьшится, он не перенаправится, наверное, внутрь России. А куда перенаправить? Вот 2-3 миллиона должны были улететь. В огород. В огород. В огород. Альбин, вы какой прогноз даете? Я согласна полностью с Гульнарой, то есть поток в 2 раза точно уменьшился, он уже уменьшился, да, потому что, как бы март-апрель это раннее бронирование, мы уже его пропустили, по сути. Вот, он уменьшится, но я все-таки думаю, что они перенаправятся в Россию, даже вот я сама, например, да, то есть мы вместо Турции едем в Москву, и я думаю, сейчас очень много у меня запросов на Дальний Восток. То есть в связи с тем, что кэшбэк увеличивают в 2 раза по Дальнему Востоку,
то цены, конечно, там очень высокие. Вот, ну, надо прямо над субсидированием билетов очень хорошо подумать. То есть, чтобы перехватить туристов из-за рубежа и перенаправить их на внутреннее направление, нам необходимо максимально нам надо либо субсидировать, снижать цены. Понятно, что у нас большие расстояния, да, что у нас но без вот этого именно комплексного снижения ценообразования на авиабилеты мы не сможем развивать вот дальние направления, а они на самом деле очень интересны, и как бы они будут развиваться. Гульнар, рассматриваются какие-то подобные в числе мер поддержки отрасли? Да, на самом деле рассматривается на уровне Дмитрия Николаевича Чернышенко и, соответственно, Федерального агентства по туризму тоже Зарины Валерьевны Дагузовой целая программа по мониторингу. Вот сейчас она, потому что проблема обозначена, ее понимает и не только как бы мы, да, обыватели, но ее понимают. Мы и до этой ситуации понимали, что на Дальний Восток не каждый поедет. Организована такая программа мониторинга цен вообще по Российской Федерации, потому что нужно понимание того, что, вот, допустим, где-то у нас в какой-то точке там туризм пошел на спад. Надо понять, почему. То есть либо это билеты на самолеты, да, они, получается, сдерживают этот поток, либо это цены на отели, да, либо это, там, не знаю, цены на экскурсии, на рестораны, да, то есть вот в таком оперативном ручном режиме информирование по загрузке различных объектов туристической индустрии будет консолидироваться информация на уровне прям федерального правительства, поэтому здесь этот такой вопрос, который держится на пульсе, на самом деле. Ну, конечно, оперативно нужно принимать решение. Это ведется на самом деле не только сейчас, а уже пару лет, сразу после пандемии. Есть программа субсидирования чартеров в регион России, то есть у нас, например, впервые по этой программе полетели чартеры в Казань, или полетели из Москвы чартеры на Алтай, на Байкал, в Калининград, поэтому правительство, в общем, конечно, понимает эту проблему. Галина, как бы вы отреагировали? Как переманить? Что у нас есть? Ну, субсидировали. Решения принимаются оперативно. Все равно это длительная программа подготовки. Но туристический кэшбэк, да, запустился достаточно быстро. Кэшбэк, да. Он скоростной был. А вот здесь для субсидий там, на Дальний Восток авиаперевозки, я думаю, это нереально сделать вот здесь и сейчас и провести это лето на Дальнем Востоке нам с Натальей Вадимовной. Поэтому надо приезжать в Казань, здесь проводить свой отпуск. А наша задача развивать, помимо гастрономии, в целом еще и событийные мероприятия. Потому что мы, являясь гастрономической столицей, как и Радик Мухарамович сказал, мы должны не только называться, мы должны подтверждать. И наша задача делать все возможное, чтобы нас признали. И для этого мы готовим пул событий, мероприятий, которые подчеркнут нашу уникальность и сделают, наверное, возможным приезд сюда как на гастрономический туризм, а Владивосток на следующий год. Так, берем Казань в этом году туристическим потоком. У меня все равно вопрос, а насколько изменились цены вот, на внутренних направлениях, да, и насколько теперь дорого посетить тоже Казань? Насколько изменился ценник? Но если говорить про кафе и рестораны, то мы знаем, что в составе расхода туриста это 40% минимум расхода на питание. И мы понимаем, что чем выше будет цена в наших предприятиях, тем менее доступен будет сам турпродукт, и он может вообще исчезнуть. Мы сегодня занимаемся импортозамещением, это одна из самых главных болей у нас, потому что цены выросли. Поднимать цены бездумно никто не собирается. Поэтому сегодня мы сделали упор на локальный продукт, на то, что произрастает и производится именно в республике, а потом в Российской Федерации, для того, чтобы создать новые предложения, новое меню. И это новый вызов для наших шеф-поваров, которые сегодня экспериментируют, смотрят, чтобы при сохранении той цены, которая была, дать такое же суперкачество и возможность познакомиться еще с регионом через не только культуру, но и через еду. Радик, вы на одной из программ уже говорили, что примерно рост на 20% все равно вы фиксируете, да? То есть это... На хозтоварные продукты порядка 20-30% был рост. И вот я согласен с Галиной Михайловной, сейчас у нас идет работа над тем, чтобы мы местных производителей, чтобы они оставляли свою продукцию здесь, в Татарстане, чтобы мы спокойно, рестораторы, могли у них это закупать. То есть примерно на этом проценте вы можете остановиться, да, плюс 20 и, ну, условно, сдержать цены? Да, мы делаем все для того, чтобы цены сдержать, потому что конечному потребителю мы не можем цены постоянно повышать. А что с турами вообще? Сколько стоят туры посетить Татарстан, Казань? Давайте вот такая минимальная и максимальная, и насколько они изменились с прошлым годом?
Можно скажу? Да, Мне хотелось сказать, что у нас есть, во-первых, все ресурсы для того, чтобы привлекать к нам в Казань. То есть у нас сейчас туроператор Fun & Sun запустил чартерные программы Казань-Москва-Казань и Казань-Санкт-Петербург-Казань. Это от 3 до 5 дней туры обоюдные, то есть и туда, и обратно. И, соответственно, стоимость этих туров где-то от 19 тысяч, ну, от трехместного, от трехдневного пребывания. И я думаю, что это такой достаточно интересный продукт. В прошлом году у нас уже был опыт по приему вот как раз чартерного рейса от этого туроператора. Прошел он достаточно успешно, поэтому в этом году еще усилили, оставив Москву и еще добавив туда Питер. 19 тысяч – это месяц человека на 3 дня. Да, то есть но семья... туда входит проживание, питание, экскурсии. То есть семья полный пакет. С ребенком примерно 60 тысяч. 3 дня. Казань-Питер. Да? То есть включая туда-обратно. авиабилеты. Включая билеты, да, чартеры. В этом году есть рост? Уже есть повышение стоимости таких туров? Вот эта цена как была фиксирована, она такая, да, такая осталась. Как еще безусловно, конечно, поднимается цена на туры, потому что поднимается цена у каждого поставщика услуг. Это и кафе, как с ресторанами, как уже сейчас сказали. Чуть-чуть поднялись отели. И мы никуда не можем уйти от поднятия цен на транспортные услуги, потому что трансферы, передвижение на экскурсии, это все, в принципе, тоже туристические сервисы. Ну, поэтому... О каких процентах мы сейчас говорим? Процентов 20? Ну, я думаю, что не более. То есть пока, конечно, мы пытаемся сдерживать, и все отраслевые объединения, которые работают, это и гиды, и рестораторы, и ательеры, и мы стараемся сделать все, чтобы не сдерживать просто цены. Девочки у нас, Гульнара, Альбина как раз. А вот что у вас вот происходит? Я продаю вот Fun & Sun, но так как я выездным туризмом занимаюсь, я продаю из Казани в Москву. На мой взгляд, они наоборот снизились цены. То есть там... Я же так понимаю, субсидируется какая-то часть. Да. И учитывая, что сейчас с 1 июня НДС убирают у гостиниц, поэтому я думаю, что, скорее всего, это будет снижение. Вот. А есть еще, ну, такое понятие, как горящий тур, который все любят. То есть вот у меня в практике есть, что я в Москву продавала за 15 тысяч на троих. На 2 суток нормально, как бы тур. Я вам дам свой телефон. В следующий раз. Нет, вы лучше мой возьмите. Хорошо. Гульнар, скажите, пожалуйста, вот самые дорогие туры в Татарстан, вот, о каких суммах может идти речь? Не продаем в Татарстан, я, наверное, не отвечу. Наталья, поможете? Вот что-то, вот если под VIP-туризм мы говорим, да, вот если я решила, на что я готова сюда приехать и за какую сумму... Даже нет ответа на этот вопрос, потому что он мало развит. VIP-туризм мало развит. Я могу сказать просто очень наполненный тур, вот, который мы продаем, это 6 дней, 5 ночей. Это абсолютно посещение всех наших достопримечательностей. Это обзорные экскурсии по Казани с посещением Казанского Кремля, Свияжск, Болгар, вечерняя Казань, Ешкар-Ола, наши соседи, которые тоже пользуются большой популярностью, экскурсия. Он стоит около 40 тысяч на одного человека. И я могу сказать, что сейчас по программе кэшбэк мы очень много продали. Вот именно этот, как мы называем, этот тур «Супер Казань». Действительно, 6-дневный – это просто сказка, потому что еще 10 лет назад мы мечтали о том, чтобы Казань стала хотя бы трехдневным городом, трехдневного пребывания. А сейчас уже люди с удовольствием едут на 6 дней, тратят на это деньги. И нам есть что показать все эти 6 дней. И можно еще раз приехать, и мы покажем совершенно другие локации, и это тоже будет очень интересно. Тем более очень много неизведанных локаций, не открытых, еще об этом тоже поговорим сразу после рекламы. Встреча финно-угорских народов Поволжья и Карелии на ТНВ в программе «Каравай». С любовью к вам и верим, это взаимно. Делаем новости вместе. Между нами только экран. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Забота – это приятные хлопоты и радостное беспокойство о тех, кого ценишь. Вклад «Алтын» –
до 17% годовых от Акбарс банка. Оберегаем и храним. ТНВ теперь и на Рутуб. Выпуски программ, актуальные сюжеты, документальные фильмы и интервью на нашем Рутуб-канале. Подписывайся. Итак, мы продолжаем говорить о туризме в условиях санкций. Сегодня мы уже обсуждали событийный туризм, нам нужен спортивный, экологический, гастрономический, этнографический, медицинский. Действительно, направления востребованы. Во-первых, хочется спросить, а сами казанцы путешествуют, или сами татарстанцы путешествуют внутри Татарстана ли? Есть ли какие-то возможности, интересные места, либо мы тут уже все друг друга знаем? И потом о городах, которые надо еще открыть на туристической карте Татарстана. Наталья Владимировна Соловьева. Но мне очень хочется, чтобы казанцы и жители других городов Татарстана путешествовали по Татарстану, тем более, что у нас есть для этого шикарные возможности. 2 года назад была разработана программа «1001 удовольствие за выходные», которая включает 10 районов, и где бы ни проживал татарстанец в Бугульме или в Казани, он может воспользоваться этой программой и съездить на своем личном автомобиле в путешествие, например, ну, скажем, в Рыбную Слободу. И за 2700 с человека получить проживание в гостинице, 2 обеда, 2 дня экскурсионных программ и насладиться нашей природой и замечательными нашими просторами Татарстана. Кстати, какие районы в Татарстане внутри самые такие, в которых живут самые крутые путешественники? Есть какая-то статистика? Казань, наверное, все-таки Казань. Более мобильная, более платежеспособная часть. У нас тоже Альметьевск, да. Юго-восток Татарстана. Юго-восток Татарстана. Ну, потому что нефть, да? Потому что нефть, где тоже нужно необходимо думать. Какой еще туризм нам нужен и что нам не хватает для того, чтобы его развить? Может быть, побольше событийки. Да, и тоже вот хотела продолжить тему, которую вот Радик у нас поднял по поводу религиозного туризма. У нас в этом году в Татарстане празднуется 1100-летие принятия ислама. И в Болгарии будет организовано 2 таких крупных события. Первое событие произойдет в июне, с 2 по 6 июня. И туда, пользуясь случаем, приглашаем как раз всех татарстанцев и жителей Российской Федерации. Это автодома? Да. Это как раз всесоюзный фестиваль, впервые проводится в Великом Болгоре, автокараванинга и автокемпингов. Вот, поэтому автотуристы, это как раз с целью популяризации вот этой темы автотуризма. Ожидается около 5000 участников, около 600 экипажей приезд. То есть такое грандиозное событие, которое будет проходить на базе Болгарского музея-заповедника. И, но опять, это же идея не совсем, скажем так, нам нужно перехватывать любые идеи и организовывать. Как раз то, чтобы их здесь. Да, все эти события, чтобы перетекали к нам. И второе событие, это у нас, которое традиционно уже не первый год проводится, это фестиваль Великий Болгар. Вот, поэтому... Ну, это уже раскрученные можно сейчас отметить направление такого природного туризма. Это новое направление глэмпинги, не совсем привычное для многих слово, но сочетание гламура и кемпинга, глэмпинги, да, то есть это отдых на природных территориях. В Татарстане эта тема очень сейчас развивается. За последние 2 года появилось порядка 14 глэмпингов, и еще строятся и расширяются уже существующие, поэтому вот, наверное, акцент можно сделать в этом году и на последующие уже несколько лет на отдыхе на природных территориях. Еще какие направления бы? Я хочу сказать о том, что у нас есть Сабантуй, замечательный наш праздник, и мы уже неоднократно проводили
перед Сабантуем церемонию сбора подарков к Сабантую, как это делается в деревнях. И это мероприятие проходит традиционно в четверг. Почему мы стали делать Сабантуй в субботу? Мы стали делать в четверг для того, чтобы туристы приехали накануне не на один день на Сабантуй сам, а приехали заранее и смогли посетить и церемонию сбора подарков, принять участие в этом празднике. На следующий день планируются скачки в этом году на ипподроме и Сабантуй. То есть трехдневная программа вот такая, она уже может войти в состав турпродукта. А на следующий год мы готовим фестиваль, большой международный фестиваль тысячелетних городов мира древнейших. Это гастрономический фестиваль, который позволит съехаться не только представителей российских городов, но и тех городов, которые обладают тысячелетней историей, показать свою гастрономию, показать, что они могут делать, и тем самым это тоже привлечет в Казань, в Татарстан большую новую какую-то аудиторию, которая завязана на гастрономическом туризме именно в мире. Действительно, мы обладаем уникальностью, да, которую мы сами привыкли, на которую нам нужно иногда смотреть со стороны, чтобы увидеть и чтобы сделать из этого события явление, международное событие, да, Радик? Можно я добавлю? Вот я с Галиной Михайловной тоже соглашусь. Мы как раз сегодня обсуждали, у нас было собрание Арио. Вот. Но есть проблема в том, что мы мало освещаем на федеральном уровне наши события, мероприятия. Мы их умеем хорошо проводить, научились проводить, мы их качественно делаем, но мы их мало освещаем. Вот, и это тоже нам обязательно это нужно делать. Вот. И еще я хочу добавить еще международные вокальные фестивали. Вот тоже мы сейчас проводим международный детский вокальный фестиваль, где тоже очень много заявок со всей России. К нам вот в мае приедут именно на это мероприятие тоже много детей со всей страны. Вот. И это тоже такое будет знаковое событие, где звезды будут присутствовать, где детей мы будем награждать, где будут еще детские лагеря, детские кемпинги, тоже и образовательные лагеря. Будем это все тоже делать, создавать. Но все-таки, понимаешь, мы активизируемся на внутреннем туризме, но все-таки с садоводами, которые перетекут оттуда опять в сады и огороды, что им можно еще предложить? Вот, «Тысяча одно удовольствие» мы говорили. Как еще? Какие еще, возможно, программы? Добавлю. Да. Вода, вода всегда манит. У нас очень много озер, водохранилищ. Надо их оборудовать. То есть вот Камское море оборудовали, а оно уже забито вдоль и поперек. Если, например, есть у нас на Свияге затонувший остров Маркиз, наверное, вот слышали, кто туризмом занимается. То есть можно там оборудовать какие-то пляжи. Если, например, продолжать к событию о халяль-туризме, да, то есть если мы сделаем где-то в акватории Казанки раздельные пляжи, мужчины и женщины, то вообще люди все же приедут, на самом деле. Это, наверное, как сказка звучит. Еще и с Казанкой надо, конечно, поработать. Вы знаете, еще я хотела добавить, что в отличие от других регионов России, у нас очень развиты экскурсионные бюро в Казани. И любой житель Казани может воспользоваться услугами этих компаний, которые организуют однодневные путешествия. И совершить путешествие и в Болгар, и в Свияжск, уже очень известные. Но мы сейчас ставим и Кукмар, и Лаишево, и соседние Чебоксары, и Йошкар-Олы. То есть я очень призываю жителей Казани и Татарстана путешествовать не куда-то далеко даже, а может быть в каждые выходные выбирать какое-то направление и посвящать своей родине определенное время для узнавать, того, чтобы... постигать, удивляться. Да, конечно. Да, до завершения программы осталось не так много времени. Мне бы хотелось подытожить голосование, во-первых, зрительское. Может быть, вы переубедили, дорогие эксперты, не знаю, но разделились так, что в саду, огороде телезрители 50 с чем-то там процентов всего лишь проведут, 52%, 12, по-моему, процентов Турцию все-таки по карману, да, и 36, наконец, увидят достопримечательности России. Если мы оказали это влияние, вы, точнее, уважаемые эксперты, это очень хорошо, мы видим, что у телезрителей интерес к этой теме есть. В целом, итак, не на перспективу, а на вот этот сезон. Каким он будет? Коротко, итог. Начнем, Галина. Ярким, цветущим, вкусным и доступным. Вот уже слоган, да, для развития внутреннего туризма. Альбин, какие прогнозы? 30% Турция, 70% это внутренний туризм. Я думаю, что так. Радик? Сезон будет интересным, будет много гостей, будет много ярких, красочных, хороших мероприятий. И сфера туризма будет расти. Хорошо, Гульнара? Я думаю, что это будет опять такой некий опыт для нас, который делает нас сильнее в будущем. То есть вы сейчас воспринимаете это как вызов? В том числе. Хорошо, а Гульнара? Еще одна Гульнара?
Ну, мне трудно, наверное. То есть, поскольку я Вообще, вы сейчас задумываясь о том, что у вас бизнес вы можете потерять бизнес, что с компанией может произойти что-то не то, что будут большие потери. Месяц назад, наверное, да. Но сейчас появился свет в конце туннеля, и мне кажется, что, в принципе, у туристического бизнеса есть будущее. На какие-то меры поддержки вы рассчитываете? Вы сейчас попадаете под федеральные меры поддержки? Для туристических агентств федеральных мер поддержки нет. Ну, по крайней мере, пока нет. Для туроператоров что-то вводит, что-то пытается вводить. Для агентств нет. Что надо? Да, вот я как раз... На самом деле есть, то есть у нас 79 это АКВЭД, турагентство, у нас есть карантинные каникулы для кредитов, потом полгода, то есть я сама воспользовалась, да, у нас овердрафт был, вот нам его до 20 октября 2022 года продлили без проблем, потом у нас есть по УСН, по налогу на полгода, то есть мы можем сейчас за 2021 год налог поделить, ну, могли уже, вот 31 марта был этот срок оплаты, и мы его поделили на 6 равных частей, я тоже этим воспользовалась. Без всяких заявлений, без ничего, мы поделили его на 6 равных частей, и сейчас в течение полгода мы платим. То есть на самом деле они есть, можно, конечно, было бы побольше. Снижение эквайринговой комиссии тоже. Да, снижение эквайринговой комиссии очень хорошая мера. Она уже действует. Она уже действует в пандемии, да? С 16 апреля начинается. С 16 апреля начинается. Да, то есть она была 2%. 55, 56, 79 туда тоже АКВЭД входит. То есть, да, вы практически все меры поддержки туда входят. Да. Потому что и если вот да? в течение первой вот пандемии я как-то это все пропустила, то очень взялась. На самом деле очень маленькая, рассказывают мало. То есть как бы Гульнара вот не знает. Я знаю, потому что я прошляпила в том сезоне. Вот, то есть это вот надо как-то все-таки Минэкономики активнее работать. Информационно-разъяснительная работа, если мы назовем ее так. Наталья Владимировна, тоже в завершении, какие даете прогнозы? Я очень надеюсь и мечтаю о том, что все сотрудники туристического бизнеса Республики Татарстан к концу этого летнего сезона будут очень и очень уставшими, потому что мы примем очень большое количество гостей в нашей замечательной республике. Очень хочется на это надеяться, но пока тенденция такова. Ну вот было 3 миллиона 300, о каком количестве мы можем говорить в это лето? Давайте, а потом в конце лета подытожим. Ну, вполне вероятно, что мы подойдем к 4 миллионам. 4 миллиона, говорит Наталья Владимировна. Надо учитывать год. Кто больше? 4200, Радик? У меня в голове сразу 5 нарисовалось. Хорошая цифра. Сами создают свою реальность, да? Кто сколько нарисовал, столько получит. Вы как предполагаете, о каком потоке? Я думаю, 4 миллиона будет. Гульнара, и вы? Я тоже думаю, что будет больше, даже 4. Даже больше 4 миллионов. То есть, несмотря на вот это достаточно сложный период и непонимание, да, и очень пока много неясностей, мы понимаем, что турпоток так поднимаем и планируем. Знаете, туризм – это эмоции, поэтому, что бы ни происходило в этой жизни, люди всегда хотят иметь положительные эмоции, а мы как раз их дарим, поэтому мы, конечно же, оптимистично настроены. Тогда всем хороших эмоций, эмоций в Казани, эмоций в Татарстане. На этом ток-шоу.про подошло к концу. Благодарю всех экспертов, было очень интересно, о многом не поговорили. Хорошего всем отпуска, каникул, если они у вас, конечно, будут. Всего доброго, до свидания. Спасибо.